Ну и мы продолжаем наш прямой эфир. Сегодня у нас третий гость. Вот видите, какой он один из самых, так скажем, активных ребят нашего города, нашей Тувы, Саша Мады. Саша, добрый вечер. Всем привет. Расскажи про себя. Вот чем занимаешься, кто-то такой, вот зачем тебя сюда пригласили? Давай ты расскажешь про меня. Ты меня давно знаешь, вот давай расскажи. Ну ты Саша Мады. 33 года. Женат, семья есть, так что не 5 смотрите детей. на меня. 5 детей, я красавчик. Вот. Ну, предприниматель, массажист, тренер по растяжке, иногда организовываем мероприятия, игры, квесты на дни рождения, либо какие-то там другие и так далее. Ну, то есть пандемия, поэтому массовые мероприятия нельзя, я этим не занимаюсь. В основном массаж и растяжка, занятия по растяжке. Растягиваем все тело, шпагат, не шпагат там и так далее. Вот. Шпагат сам можешь, да, без проблем сесть? Легко. Можешь показать? Легко. 100 рублей. Ну, я предприниматель. Ну, я могу перевести ради зрителей. Так, что, реально показать, да? Ладно. И мы не шутим здесь. Во-во-во-во. Вот. Круто. Я никак вообще... Нет, ты сесть-то можешь легко, нормально. Несколько месяцев занятий, любой человек может сесть. Если нету... А ты сколько учился, чтобы сесть в шпагат? Ну, я не напряжно занимался где-то месяцев 6-8. То есть это вот не прям жестко садиться, чтобы просто так позанимался и все, и сел. То есть у меня у меня не было цели сесть на шпагат, просто дай попробуй, хоп, офигеть, сел, нифига, круто, вот, все, получилось. Ну и потом уже думаю, ну если я на шпагат сел, то есть не напряжно могу, ну значит могу и других людей тоже посадить, и все. Вот чем полезен шпагат? Вот зачем ты проводишь курсы растяжки? У кого хорошая растяжка, у того офигенный оргазм. Ты серьезно, что ли? Серьезно. Если у человека тело растянуто и так далее, у него работают мышцы, нервные рецепторы, окончания и так далее, то есть чувствительность лучше. Ну или ты деревянный, или ты... Ну, само собой. И сколько стоят эти занятия? Это можно договорить. Ну, как бы... Можно, да? Ну, если хочешь, можешь... Если не хочешь, можешь не говорить. Нет, ну обычно на программах там как бы не рекламируют. Ну, у нас как бы неофициально. Так, абонемент на 12 занятий стоит 3500. Это 3 раза в неделю, занятия сгораемые, сразу говорю. Если не пришли, все, занятие сгорело, ваши проблемы. Если пришли, вы красавчики, молодцы, я с вами занимаюсь. И мне, и вам хорошо. Вот. Так, тут уже наш первый гость, Франц Ондар, спрашивает: Саша, а индивидуальные занятия по танцам для пары сколько будет стоить по знакомству? По знакомству? Так, для него точно 2500 индивидуальное занятие. Потому что он неплохие деньги зарабатывает на английском. А бартером вообще никак? Нет, бартером можно. Кстати, я люблю бартер. Я многие вещи делаю бартером. Блин, спалился, да? Вот, Франц, я тебе по бартеру уже договорился, он хотел тебе продать за 2500. Но бартер должен быть интересен мне. Ну, английский язык, корейский, я говорю японский. Японский ты не говоришь. Я учил японский, китайский учил, монгольский учил. Ну, это учил. Ну, немножко говорил. Чуть-чуть, пичи-пичи. Жохан. Ну, Франц, да, я думаю, ты договоришься с Сашей, он... Окей. Это уже... Call me baby. Да. Давай. Вот раз уж мы начали говорить про языки, вот сколько ты языков знаешь? Я примерно могу сказать о том, что ты 4, наверное, вот точно знаешь. Нет, в идеале знаю один. Да? Русский. И второй в идеале знаю русский матерный. Вот. А из иностранных
Ну, английский был раньше свободный, сейчас уже, наверное, немножко его подзабыл, но так, если в разговоре там что-то вспоминается и так далее. Просто ездил за границу, там в Монголию с ребятами на чемпионаты, вот Бузуткрю, то там как бы нормально, практика есть. А без практики уже все забывается и так далее. Монгольский знал. Так ты вот буквально до пандемии ты вроде бы говорил по-монгольски, нет? Нет. Ну, такси, магазин, привет, как дела, пойдем погуляем там. Ну, это вот обычные такие бытовые фразы. Корейский не осилил, слишком сложно. Китайский тем более. Японский прикольный, но это катаганы, хироганы, это прям жесть просто. Вот прям сложно было очень. А так, английский, русский матерный. Тувинский немножко знаю. Надо было тут в Франции не отпускать, чтобы мы вдвоем у тебя брали Я интервью. Буяну сказал специально, запиши меня на субботу, чтобы я с Францем там что-то мы по-английски, нет. А я буду сидеть. Да. Ну, вот ты еще занимался брейкдансами. Бузут Крю. Вот я, наверное, не ошибусь, если эта ошибка не будет, если скажу, что ты и вот ребята, да, которые вместе с тобой были, они вот, можно, наверное, сказать, основатели Бузут Крю, нет? Нет. Ну вот расскажи историю Бузут Крю, кто до было, либо кто после вас. Основатель Бузут Крю это РС Аптых Хатаб. Вот. Первый самый, да, и его ребята, первого поколения. Просто есть несколько поколений Бузут Крю. Я, наверное, из поколения 3-4. То есть я не был изначально в составе Бузут Крю, я просто вот, когда года, наверное, 12-го, там, 11-го, ну, так, тренировался, мы проводили мероприятия, там, танцевали что-то. Потом мы что-то с Иресом гуляли, я такой ляпнул. Говорят, что, может я в Бузут войду? Он говорит, ну давай, без проблем. Я такой... Просто когда начинал заниматься брейкдансом в школе, это было прям Бузут Крю. О боги! Потом сам же стал богом. Ну, конечно же, нет. Ну, выступали с ребятами на мероприятиях, на концертах, там, с ТНО выступали часто, Тувинский национальный оркестр под национальную музыку, у него было очень круто, ну, вообще огонь. А сейчас очень редко тренируюсь, сейчас, конечно, хожу только на индивидуальные тренировки, чтобы привести себя в порядок, потому что немножко... Ну, конечно. Набрал. Жена хорошо кормит. Ну и дети оставляют, наверное, еду, да, после себя? Нельзя на побросать. А вот сейчас ты по брейкдансу учишь ребят? Я нет, я никогда не учил. Нет, учил некоторое время, но это лучше получается у РСа, потому что у РСа опыт большой, и он жесткий тренер. Он прям может, прям дисциплину хорошо качает. Ну, вот, я вообще считаю РС одним из самых крутых тренеров города Кызыла для меня. Да и не для меня вообще, он самый крутой. Вот. В плане работы с детьми, со взрослыми и так далее. Вот он со мной начал недавно заниматься. Я чувствую, что у меня энергия появилась, дисциплина немножко вырабатывается. Вот. Что раньше мог забивать на тренировки, пропускать, там, я устала, там, нет. А вот к нему хожу. Сейчас вот после интервью, сейчас вот поеду к нему, где он меня будет. Давай, Саня, 250 отжиманий. По сколько подходов? За раз. За раз? Да. Ну, я шучу. Нет, у меня в мыслях было перевести оборудование, что в прямом эфире 250, Саша не. Шучу, конечно. Раньше сотку отжимался спокойно, сейчас, наверное, раз 30-40, наверное, это максимум. И то с натяжкой. Ну, конечно, годы же идут. Годы, да. Жена хорошо кормит. Вот с Эресом вы разговаривали ли, вот не знаю, как в те времена, как-нибудь зажечь? Прям, я помню о том, что вы выступали прям вот на Арбате, линолеум прям расстелили. Вот, мы разговаривали об этом во вторник как раз, о том, что вот, не хватает движухи, нужна движуха. Мы выступали на улице, просто
электричество подключали, там бы приносили свою здоровую колонку какую-то, иногда просто с телефона включали. И просто тупо лобали. Ну, лобали это, значит, танцевали там, делали рэп на голове и так далее. А сейчас же колонку JBL поставил маленькую, звук хороший, все, можно танцевать. Линолеум постелил 2 на 2 или 3 на 3 и все. Вот в прошлом году хотели, в этом году хотели, но пандемия нельзя, массовые мероприятия нельзя. Вообще, ну, ТВА это вообще отдельное государство с мероприятиями, запретами, даже не будем обсуждать. Вот думаем сейчас с осени или с весны начать активно продвигать вот эту вот штуку. Но мы весной прошлого года запускали движение, то есть у меня в зале на Кичелова Сейма, это такая штука, куда может прийти любой танцор, неважно. Включается любая музыка, и он просто импровизирует под танцы. То есть там полумрак, фонарь сверху светит, ну вот как будто вот на тебя, да? Там ребята подальше сидят, и просто музыка играет, и ты творишь, что хочешь. Там, все смотрят, один танцует. Да, ну или он просто выражает себя через движение, поэтому называется движение. То есть неважно, там ты бибой, балет, там контемпорари, вообще любой танец и так далее. Ну, было вообще круто. Приходило мало ребят, в основном танцоры. Ну, и круто было, зажигали вообще огонь. Просто музыка незнакомая идет, а тебе нужно импровизировать. Это не то, что ты вот заученные движения показываешь, просто там тык-тык-тык, все. А тут нужно креативить, фантазировать, то есть чувствовать музыку, и чтобы это было, ну, комфортно тебе. И, короче, блин, это надо просто попробовать прийти и все. А на это мероприятие можно зрителям прийти? Конечно, зрители приходили, просто там снимали, там видосики себе выкладывали в Инстаграм, ВКонтакте. Можно, конечно, подходить, мы вообще всех рады были. Но мы это афишировали у себя на страницах. Но приходили в основном танцоры, то есть кому это интересно, а остальные так-то, ну, не знаю. Ну, я бы пришел бы, посмотреть. Ну, там. мы проводили несколько раз, а потом в марте бахнуло в прошлом году-то, пандемия, все. А мы начали это зимой проводить. Вот, то есть и все. До осени Так. ничего нельзя было, и потом все, ну как-то на спад ушло. А как узнать о этих мероприятиях? Где вы объявление даете? РС на своей страничке дает, и я на своей страничке даю. То есть специализированной страницы там нету. Просто клич кидаем, ребят, кто хочет, приходите, там, кто увидел, приходите, и все. Так, какой... Underground. Так, у тебя аккаунт же Саша Мада? Александр Мада. Александр Мада, да. Вы можете прям сейчас же подписываться ему, ставить лайки, комментарии, и, возможно, даже вы попадете к нему на растяжку и на танцы. Ну, запомните, бартер это... Вкусный бартер. Ну вот. Кто с едой, то... То с чем? Да. Следующий такой вопрос. Вот ты все-таки занимался брейк-дансом, да, то есть уличная культура, уличные танцы. Вот как ты оцениваешь на сегодняшний день развитие уличной культуры? И как можно это улучшить? Уличная культура подразумевает несколько направлений. Что именно конкретно ты имеешь в виду? Именно брейк-данс. Россия сейчас на мировой сцене бибоинга, брейк-данса именно, брейкинга, одна из лучших, если можно сказать, что она не номер один. Это благодаря ребятам, которые из регионов, не Москва там и так далее. Но там тоже есть сильные ребята, но очень сильные ребята прокачиваются именно с регионов, потому что у них нет возможности выезжать на фестивали, смотреть там видосики, ну раньше, по крайней мере, у нас не было. Мы просто занимались сами, вкалывали там и так далее, другие ребята, и они прокачивали. Русские говорят, про русских танцоров говорят, что русские очень креативные и сильные в плане фантазии, там, арсенала и так далее. То есть, вот если бы сейчас Бузут, первоначальный состав был бы жив еще, ну то есть он бы функционировал, да, ребята бы давно бы вышли на мировой уровень, и всех бы российские команды просто вот так бы... Кто эти были первоначальные? Вот можешь пофамильно сказать? А вдруг мы знаем их? Да, навряд ли, наверное. Они уже старички, под 40 лет им уже. Ну, кто эти? РС, Канебек, Вася, Саня,
Аркаша, царство ему Божие небесное, потом Фокс, Олег, ну, Коля, ну там много ребят было, то есть, потому что кто-то приходил, кто-то уходил и так далее. Но там прям состав был очень мощный. Если бы они сейчас до сих пор бы занимались, просто в топе по России были бы точно. Потому что смотришь на российские команды и видишь, как вваливает РС каждый день по 2-3 часа тренируется. Каждый день в течение нескольких лет. Вот это вот дисциплина и мотивация, это прям вот, это вот, не знаю, это самый волевой человек, которого я знаю в Кызыле, который вот так тренируется. И они бы просто давно бы выигрывали чемпионаты. Ну, они выигрывали чемпионаты своим составом. Второе место занимали по России, региональные выигрывали и так далее. В Москву там ездили и так далее, занимали хорошие места. То есть, ну, нормально, то есть уровень был. Вот. Не помню, в каком году брейкданс стал олимпийским видом спорта. Олимпийским видом спорта, да. У РС есть шанс попасть в Олимпиаду именно по брейкдансу? РСу? Да. Лично РСу Да. или его подопечным? Ну, может быть, подопечным. Так, лично РСу у любого человека есть, и у РСа есть шансы, причем неплохие, я бы сказал. У подопечных тоже, но это зависит от родителей и от того, как они будут поддерживать ребят, чтобы они стремились вот, принимать участие в Олимпиаде. Первые игры будут олимпийские, ну, участие, то есть по брейкдансу будет в 2024 году во Франции, в Париже это будет проводиться. То есть время есть, и в последующем тоже можно принимать. Сейчас российская сборная готовится, принимается уже активно. Но там вообще чересчур мощные ребята, блин, мне кажется, Россия точно может занять первое место, а остальные просто будут отдыхать. Ну прям мощные ребята очень, они подростки и делают такие крутые элементы, это прям... В наше время флай, бочка, гелик, там твист, даже твист один оборот делать, это просто было вообще мечта. А они спокойно там 20-30 оборотов делают уже, без проблем на голове там. Вообще легко. То есть уровень сейчас у них гораздо очень высокий, нежели у нас. Я вот хочу напомнить о том, что нашим зрителям, особенно те, кто имеет детей, брейкданс это не просто, вот, не знаю, покрутился на голове, там, на руках там что-то сделал и так далее, да, то есть, всестороннее развитие. Да, а это олимпийский вид спорта, и у нашей Тувы уже в этом году проложена, так скажем, проложена дорога к Олимпийским играм, и в том числе ваши дети, которые хотят, желают принять участие в Олимпиаде, и могут принять еще по брейкдансу. Но для этого нужно стараться и проходить квалификации, отборы, чемпионаты и так далее. Просто так туда не попадешь, потому что очень сильная конкуренция в России сейчас. Раньше так себе было, но сейчас очень сильная конкуренция. Ну, я думаю, все равно у наших ребят, особенно у подопечных РСа, потому что я точно знаю о том, что он выступал в международных турнирах, в российских турнирах, выступал, занимал призовые места, у него есть огромный опыт, и ваши дети, если у них прям вот желание, если у вас, у родителей есть желание, то смело можете тоже учить детей по брейк-танцу. Да. Про бачату, про сальсу. Где ты научился? Или тебя кто-то научил? Начнем давно еще. 2010 год, Новосибирск. Я там работал в лагере. По-моему, «Синяя птица» или «Тимуровец», одни из лучших лагерей в России. Был, по-моему, выходной, я приехал туда. Кем ты работал? Вожатым. Вожатым. То есть я очень много лет проработал вожатых, именно в летний сезон, ну и в зимний тоже. Океан, там, Артеке был, ну, по России работал много где, в лагерях. Приехал в Новосибирск, на набережной, слушаю музыку, иду, там ребята танцуют, пара. Ну, я же танцор, хип-хоп, брейк-данс. Ну, фигня, легко. Ну, иду, думаю, дай попробую. Ну, с девочкой там начал танцевать. Это была жесть, это была сальса.
5 минут, и с меня просто град вот так вот. Потом течет. Я такой, что за фигня вообще, не могу понять. Вообще, еще там как-то все по-другому. А брейкдансы раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, то есть квадратами. А там раз, два, три, 5, 6, 7, раз, два, три, 5, 6, 7. И я вот это вот сбивался с этого. А там ребята так классно танцевали, все куда делали. 4 дели? Ну, пропускают, это человек пропускает. И там они так классно танцевали, я такой, ну, ок, прикольно, ладно, все, пропустил. В 2015 году жил в Красноярске, в 2014-2015 году. Жил 1,5 года рядом с школой по бачате и сальсе, не ходил туда. А в 2016 году приехал в командировку в Красноярск, работал в Центре туризма на Центре Азии, вон там. И увидел, думаю, дай попробую. Пришел, понравилось. Мне сразу сказали, что я нормальный, пластика есть, все, быстро научился. Я такой, нет. Ну, я реально быстро научился танцевать. Ходил в Красноярске в 2 школы, это сальса, ариба и кубахол. Вот кубахол немножко позанимался, в основном занимался в арибе. Ходил на танцевальные вечеринки, в open-air. Это когда вот ребята просто собираются, танцуют. Потом я в сторис вот это все писал как раз у себя на странице в Инстаграм. Я просто хочу, чтобы очень много людей танцевало парные танцы, сальсу, бачату. Просто на улицу приходили, музыку включают, и просто все танцуют, кайфуют, занимаются там танцами. Прям вот, ну это же круто, вообще круто. А то наши мужики, фу, танцы не мои, что я пойду лучше пивко попью. Да пошел ты своим пивком, иди давай, девушка, танцуй свою на танцполе. Вот это вот гораздо лучше. Вот, и я там поучился 2 месяца. Все, и с тех пор вот просто по видюшкам смотрю, с кем-то там танцуюсь, учусь и так далее. Вот. И потом начал преподавать бачату. Проблема с парнями. Парни не хотят танцевать. Парни, если вы хотите танцевать, блин, у меня столько девчонок офигенных, они свободны, они хотят танцевать. Фигуристы и так далее. Вот где надо девочек искать, а не в клубах, барах и так далее. Вот, ходите на танцы, их там много. Просто девчонок много пишут мне. Хотим танцевать? Я говорю, партнер есть? Нет. Сорян. Вот, потому что я со всеми не могу танцевать. Я беру индивидуальные занятия, а всех я просто не могу принять, и все. Вот, ну, приходят, занимаются, ну, окей, позанимаются около. Так, а оплата какая? За двоих? В смысле за двоих? За меня и за нее? Нет, я имею в виду, вот девушка захотела к тебе на танцы, партнера привел. Девушка за кого должен платить? За себя и либо только за себя, либо если они пришли, мое мнение, должен платить партнер, не девушка, должен платить партнер за занятия, за них двоих. Вот. Ты имеешь в виду стоимость какая? Нет, я просто про оплату, про стоимость. Должен платить партнер, мое мнение, но часто платят девушки. Сегодня вот приходила ко мне замечательная пара, парень красавчик, ему 35, наверное, лет или 37. Блин, он такой техничный, пластичный, девочка там немножко, женщина, кстати, знаменитый адвокат в Козыле. Но ножки путались, а он такой. Я такой, блин, я же на него смотрю. Красавчик. Вот. Ну, классно позанимались. А оплатил-то кто? Она! Потому что адвокат, не знаю. Да, потому что, знаешь, вот... Она его позвала, кстати, оказывается, вот. Ну, в том-то и дело, если позвала, то... Нет, точка. О, не точка, а поведение мужчины, если даже его пригласила девушка, мужчина должен оплатить. Ну, это моя позиция. Вот, то есть, как бы, ну, девушка, блин, ладно, чего я грешу, я сам позволяю девушкам за себя платить где-либо там и так далее. Но они потому что говорят, Сань, не надо, мы заплатим. Я говорю, давай я заплачу, нет, они платят. Ну, ладно, желание не буду же перечить там, вот. Но не должен, мужчина платит всегда, везде и во всем. Всегда, вот, это вот мой принцип такой, потому что я всегда так поступал и делал. Ну, это правильная позиция, я думаю, тоже, да, то есть... Потому что, ну как сказать, я тоже... Не делал так. Нет, я иногда за меня платят, но не так уж часто. Я стараюсь как минимум сам за себя заплатить. Ну вот, да. Ну когда девушка платит, стрёмно какое-то ощущение возникает. Блин,
не то. Но если это там подруга детства там, или со школы кто-нибудь, нормально, давай. Если ты плачешь, окей, в следующий раз я. Это нормально. А если вот так вот, допустим, вот девушка сидит, да, если мы там, давай я заплачу, если она захочет заплатить, нет, давай я, все. Вот так вот. Ну как бы. Будет она считать меня нищебродом или что-нибудь такое, да ну нафиг. Не. Саш, твои пожелания ребятам, которые хотят заниматься танцами, допустим, вот ты говорил про сальсу, бачату, парней мало, ну вдруг там стесняются они. Вот нет, что ты им хочешь пожелать, что прям вот выговорись прямо сейчас? Прям можно, да, прям сматериться, да? Нет, у нас цензура. Так, ну танцы это классно, это вот просто танцы, взаимодействие в паре очень показывает на то, какая у них атмосфера в отношениях. Если партнер ведет в танцах, значит он и в семье ведет. Но чаще всего на моих занятиях картина была наоборот. Девушки вели парней, вот. То есть они берут на себя ответственность за семью, за детей, за заработок. Это, кстати, у большинства семей так. Ну, это просто очень большой такой вопрос, который идет еще с 18-19 века, когда еще была, 20 века, когда Вторая мировая была, мужское поколение, вот, ну, то есть женское воспитание там и так далее. Вот. Что бы я пожелал, парни, если вы хотите, чтобы девушка вас еще больше любила, чтобы у вас отношения укрепились, вы понимали, чувствовали друг друга еще больше, глубже, идите на танцы, взаимодействуйте. Когда вы танцуете, вы еще больше сближаетесь. Когда вы не танцуете, когда вы отказываете девушке в ее желаниях, она вас автоматом заносит в черный список или делает галочку в этом черном списке. Так, здесь он отказал, здесь отказал, а потом нахрен он мне нужен, пойду я к танцору. Ко мне не надо, я занят. Вот. Блин, просто приходите с парами, танцуйте. Если вы даже без партнера, ищите любого, не любого. Берите друга, знакомого, который тоже хочет танцевать, просто приходите танцевать. Вечеринки, open-air и так далее, общие занятия, которые там мастер-классы, они большей частью всегда были у меня бесплатные. Вот. Я не знаю, как завлечь мужчин. Я делал им бесплатные занятия. Девушки платят, мальчики нет. И даже так не ходят. Все, я не знаю, как их завлечь к этому. Есть единицы ходят, но это мало. Девочек всегда больше. Всегда девочек больше. Танцуйте, идите на танцы. Любите. Короче, занимайтесь сексом во время танца. Это круто. Ну, дорогие наши зрители, мы на этом завершаем наш прямой эфир и хотим пожелать о том, что занимайтесь танцами, неважно какими, любыми танцами, с девушками, один, вдвоем, втроем. С девушками. Девочка не надо, парень, девушка лучше, вот. Я за традиционные ценности. Девочка это не, парень с парнем это не то. Но... Ты сказал девочка с девочкой? Нет. Да. Я так сказал? Да. Ну, смотрите. Я уже запутался в своих мыслях. Занимайтесь танцами один, вдвоем, ну, то есть имею в виду традиционно, да, а в ансамбле и так далее. То есть танцы у вас... Танцы повышают уверенность. Да. Раскрепощают. И, Саша, спасибо тебе большое за то, что сегодня к нам пришел. До следующего эфира.